университета имени Петерима Сорокина в честь юбилея 45-летия университета и 85-летия Коми Государственного педагогического института объявляется открытым. В 1921 году было провозглашено создание Коми-автономии, и практически одновременно в новой автономии 20 января 1921 года был открыт Зырянский институт народного образования. Так, само время соединило историю республики и региональной системы высшего образования. И сегодня одно немыслимо без другого. История высшего образования и республики Коми представляет собой единое целое. Для того, чтобы будущее университета стало блестящим, сегодня все студенты должны понять, что являются строителями нового, современного высшего учебного заведения, за которым будущее республики Коми. Объединение в 2014 году Коми Государственного педагогического института и Сыктывкарского государственного университета – это лишь начало большого пути, который нам нужно пройти вместе. 14 февраля 2013 года началась новая история высшего образования в Республике Коми. Год объединения Коми Государственного педагогического института и Сыктывкарского государственного университета должен стать значительной вехой в обновлении системы подготовки кадров высокой квалификации для потребностей республики. В этом году объединенный Сыктывкарский государственный университет принял своих первых студентов. В 2015 году университету было присвоено имя Петерима Сорокина. Я много раз спрашивала себя, что же такое для меня университет? Университет – это жизнь. Университет дает профессиональные навыки, компетенции и знания каждому студенту. И мы помним, что как любая здоровая идея, идея объединения вузов будет жизнеспособной и плодотворной тогда, когда, стремясь к новым высотам, новым успехам, создавая новые стандарты в образовании и науке, мы сделаем все, чтобы сохранить лучшие традиции Коми Государственного пединститута, преемника Зырянского института. В своих делах мы должны поддержать и лучшие традиции, и опыт классического Сыктывкарского госуниверситета, многолетняя успешная деятельность которого дала мощный толчок развитию научного потенциала нашего региона. Два вуза исторически имели свои традиции, свою корпоративную культуру. И сегодня каждый из нас несет ответственность за то, чтобы сохранить лучшее, что было в истории КГПИ и СГУ, и помочь нашему объединенному вузу выйти на новый виток спирали развития. Новому университету нужны свои традиции, новые стандарты и ориентиры в работе. Это сделает нас морально преподавателями и студентами большого вуза Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. История каждого из основополагающих вузов проходит через судьбы большого количества людей. Благодаря кропотливой работе ученых-энтузиастов, кандидата исторических наук Жданова Леонида Александровича и доктора наук Бурлыкиной Майи Ивановны, инициаторов создания музеев истории КГПИ и СГУ, пишется летопись нашего вуза, которая хранит ключевые события жизни вуза и имена тех, кто своими душевными и интеллектуальными усилиями, часто своим подвижничеством, заложил фундамент высшего педагогического и классического университетского образования в Республике Коми. Мы назовем здесь только тех, кто стоял у истоков. Первый ректор Зырянского института народного образования Алексей Семенович Сидоров, доктор филологических наук, большое внимание уделявший развитию музейного дела и сам выезжавший в экспедиции для сбора экспонатов. Первый. Временно исполняющий обязанности директора Коми Государственного педагогического института, личность трагической судьбы Богданов Александр Филимонович. Первый ректор СГУ, доктор географических наук, профессор Витязева Валентина Александровна, большой ученый, создавший свою научную школу, по инициативе которого в Коми СССР был создан университет и начата подготовка научных кадров. Автор более 150 научных работ, заслуженный деятель науки и техники Республики Коми, почетный гражданин города Сыктывкара, почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета, почетный член Международной академии наук Высшей школы, лауреат Государственной премии Республики Коми, почетный гражданин Республики Коми. Новый университет готовится к празднованию юбилейных дат.
Коми-пединститута и Сыктывкарского госуниверситета. Это стало нашей общей историей, историей высшего образования в Республике Коми. И мы понимаем, будущее нашего университета зависит только от нас. В наших силах разрушить стереотипы о непрестижности, нетоповости высшего образования, полученного в провинции. И мы сделаем для этого все. Поколение молодых выражает свою признательность всем, кто посвятил свои мысли, способности и жизнь высшему образованию. И мы верим, что надеждам всех, кто связал свою судьбу с Зырянским институтом народного образования и затем с Коми государственным педагогическим институтом и Сыктывкарским государственным университетом, кто посвятил свою жизнь и свой труд идее светлого, образованного будущего Республики Коми, этим надеждам и планам суждено сбыться. Будущее университета зависит от молодежи, и вместе с нашими преподавателями мы сможем сделать его совершенным. Будущее – это уже завтра, так не стоит откладывать свои дела в долгий ящик. Каждый из нас может сделать наш университет образцом классического образования не только в Республике Коми, но и на федеральном уровне. Мы сможем стать гордостью университета и республики, стать перспективными учеными и специалистами, и просто образованными людьми. И это будет самый лучший подарок родному университету. Объединенный Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина сегодня представляет собой вуз, в котором работает более 40 докторов наук. Более 200 кандидатов наук. Зарегистрированы научные открытия мирового значения. Успешно развиваются научные школы. Функционируют многочисленные научные лаборатории и совместные научно-производственные центры. Разрабатываются серьезные научные проекты, безусловно актуальные для экономики республики и поддержанные международными научными грантами. На высоком уровне проводятся международные научные конференции, некоторые из которых стали уже доброй традицией. Издается научный журнал, зарегистрированный в перечне ВАК. Время ставит перед высшей школой новые задачи. Вместе с тем открывает новые перспективы для абитуриентов, выпускников университета и находящихся в непрерывном научном поиске преподавателей и ученых. Университет учит правильно ставить цели, правильно планировать свое время и распределять свои силы на то, что действительно важно, на то, что интересно. За последние годы в СГУ Екатерина Сорокина в соответствии с социальным запросом региона открыты новые направления подготовки бакалавров. Магистратура более чем по 30 направлениям. С 1991 года активно ведется подготовка кадров высшей научно-педагогической квалификации. В настоящее время на 26 кафедрах СГУ открыто 37 специальностей по 12 научным направлениям. Реализуется программа поддержки подготовки кандидатов и докторов наук. Активному вовлечению студентов в жизнь современного общества способствует созданная в СГУ имени Екатерины Сорокина система молодежной политики, которая включает в себя военно-патриотическое воспитание студентов, развитие системы студенческого самоуправления, поддержку научных проектов талантливой молодежи, волонтерство. Такие проекты, как «Универвидение», инициатором создания которых стала именно СГУ имени Екатерины Сорокина, сегодня известны и популярны среди всей вузовской России. Стоя на пороге выпуска, хочется верить, что все наши начинания получат свое продолжение. За 3 года учебы в новом университете мы подняли студенческое творчество, студенческое самоуправление и контроль качества образования на небывалый уровень. Нас признают лучшими по России и ставят в пример. Хочется верить, что студенты университета будут уважать и помнить свою историю и в свое время сделают все для того, чтобы приумножить все наши достижения. Объединенный СГУ имени Екатерины Сорокина ориентирован стать опорным вузом Республики Коми. У этих планов прочный фундамент. В 2017 году исполняется 85 лет традициям подготовки педагогических кадров в Республике Коми. И одновременно, так совпали исторические даты, в 2017 году исполняется 45 лет с начала подготовки в регионе научных кадров на базе классического университета. Здесь перспективы, здесь есть творческий потенциал. Те ребята, действительно, которые хотят себя реализовать и стремятся, доказывают и получают действительно на определенном уровне очень серьезную помощь. И это значит, что сохраняется неразрывная связь в развитии Республики Коми и системы высшего образования. Наиболее ярко представленного сегодня в регионе высшим учебным заведением нового поколения – Сыктывкарским государственным университетом имени Екатерины Сорокина. Ученые, преподаватели, выпускники университета нужны родной республике. А позитивные изменения в политической ситуации региона и России дают уверенность молодым в том, что Республика Коми становится для каждого из нас превосходным стартом для профессионального роста, для профессионального творчества, для жизненного успеха. Единая история и уверенное будущее.
Это главное, что объединяет Республику Коми и Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Вместе мы сможем многое. Я хочу добавить к тому, что мы сейчас с вами посмотрели, что главной традицией университета и этого института, наверное, стало тренинг выпускникам. Очень многие из тех лиц, которые были сейчас показаны в этом микрофильме об университете и институте, в прежнем виде, о новом университете, это люди, выпускники наших вузов. И очень хочется пожелать нам всем, преподавателям, в первую очередь, административным работникам университета, чтобы, с одной стороны, у нас всегда было кому предложить сотрудничество в перспективе, и с другой стороны, чтобы в наших выпускниках всегда была вера в нас и желание продолжить сотрудничество с нами уже в качестве коллег. Юбилей. Слово для приветствия по случаю юбилея нашего университета предоставляется главе Республики Коми Сергею Анатольевичу Гаврикову. Дорогие друзья, и по случаю, и без случая, всегда очень рад находиться среди вас в университете. Для меня это большая честь. Я хотел бы, конечно, отметить, что сегодня, да, я в сторонку отойду, а то в глаз светит, не очень приятно. Конечно, 45 лет, это может быть такой небольшой возраст. Сегодня говорить о том, что 45 лет это на кого-то повлияло с точки зрения формирования его, я не знаю, наверное, там творческая мысль и так далее, это преждевременно, но тем не менее опыт, который имеет университет, это достаточно большой пласт, в том числе и научных разработок, в том числе и, конечно, проверенных уже технологий в обучении наших специалистов. Но тем не менее, еще раз говорю, есть к чему стремиться и много что предстоит впереди сделать. 85 лет нашему Коми пединституту, это тоже определенная база, необходимость в свое время была продиктована тем, что, конечно, в те времена нужно было, конечно, людей учить читать, писать, но и, конечно, развивать соответствующую культуру и образование, поэтому в этой части эти вещи неразрывные, и, конечно, здесь форпост был исключительно возложен на такое учебное заведение, как педагогический институт. Очень символично, что именно педагогический институт стал прототипом или основоположником Сыктывкарского госуниверситета. Ну и, наверное, очень правильно, что в свое время было принято решение его переименовать и именно назвать именем нашего соотечественника Петерима Сорокина, который много сделал. И еще то, что нам предстоит открыть в его трудах, наверное, мы с вами еще не один раз будем удивляться этому огромному пласту его творческого, ну и, наверное, научного подхода. В этой части я бы хотел закончить. Всех вас поздравляю с большим событием, действительно с уникальным событием, которое сегодня мы с вами здесь вместе отмечаем. Вот. Ну и отойдя от официальной повестки, позвольте, да? Или вы куда-то все торопитесь, нет? Нет? Нормально? Спасибо. Не, ну я всегда должен спросить, потому что мало ли вдруг какая-то история. Вы все знаете, когда артисты выходят на сцену, они задали бы вопрос, если никто не торопится никуда, концерт мог бы и меньше продлиться, правда, да? Вот, и подольше. Вот, иногда так жалко, когда все заканчивается. Я думаю, что у вас сегодня обширная программа, большая, так? Спасибо. Что-то вы не улыбаетесь, что такие напряженные? Да? Я что тут, артист словесного жанра, что ли? Давайте, повнимательнее и как-то так, повеселее. Но сегодня праздник же все-таки, да? Правда? Можно как бы выкрыть? Я понял. Я сегодня на разогреве, да? На разогреве публики. Ну все, хорошо. Значит, сейчас будем анекдоты травить, там, рассказывать смешные истории и все остальное. Правильно, да? Так ведь? Молодцы. Все очень здорово. У меня, кстати, много в арсенале разных анекдотов, поэтому если начну, то, знаете, долго будете выгонять, и не выгонять. Я почему так все время делаю, потому что у меня телефон, и такое впечатление, что мне кто-то все время звонит, понимаете, у меня уже это рефлексия. Вот. Но я не буду этого делать. Это я пошутил, вы чего вообще? Вы всегда, ну вообще, слушайте, Наталья Алексеевна, вы что за коллектив-то оставили, я не понимаю.
Или у вас тут такая дисциплина была, что прям, да? Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы отпустили ректора, и для того, чтобы мы многие задачи сегодня, в том числе нетривиальные, решали совместно. Это вам низкий поклон, огромное спасибо. Ну, поаплодируйте себе. Вот, а, конечно, я искренне еще и благодарен тому, что у нас сегодня с вашей поддержкой и помощью все-таки появилась в республике карта науки. Это тоже очень много значит для нас. И то, что мы сегодня с вами запланировали, безусловно, в ближайшее время, конечно, постараемся реализовать. Ну, по крайней мере, мы сейчас лицом видим всех, кто у нас внутри сегодня современен, у кого есть публикации, кто принципиально представляет интерес для внешнего мира и для нас, в том числе и для нас это крайне важно. Поэтому я еще раз вас с этим поздравляю. Мы провели недавно соответствующие консультации с теми, кто участвует в рабочей группе. И я понимаю, что есть много тех, кто говорит, да, это фигня, да, это так, ерунда. Ничего подобного, поверьте мне. Сегодня, если мы не представляем свою науку, свое образование лицом и не размещаем его во всех известных источниках, значит, мы не знаем ничего ни про науку, ни про наше образование. Поэтому мы принципиально это делаем. Дорогие друзья, я от всего сердца хочу нам всем вместе пожелать действительно творческого пути и больших результатов. И сегодня мы, в том числе, многие вещи, может быть, видим по-другому, и поэтому решения, которые сегодня принимаются, в том числе и в министерстве и так далее, мы все-таки пытаемся цивилизованно отстаивать, может быть, где-то оспаривать, но все-таки за нами, наверное, то право, когда мы сами должны четко оценивать, что сегодня нужно в регионах, каким образом мы это должны донести, в первую очередь, конечно, для студентов. Но от стандартов никто не уходит, но вот так резко брать и какие-то вещи менять, я все-таки думаю, что когда-то все-таки придет на федеральном уровне вот то понимание, что, в общем, надо, конечно, немножко и с нами в первоначальном этапе, когда принимается решение, консультироваться. Ну что делать? Принимается решение, они, наверное, в этой части имеют место быть, но мы оставляем свое право все-таки, конечно, высказывать свою позицию, отстаивать те убеждения, которые для нас окажутся верными и в чем мы убеждены, что нам необходимо реализовать на территории региона. Поэтому хочу сказать, что моменты, о которых я говорю, это такие рабочие, но тем не менее, чтобы вы понимали, что мы руку на пульсе держим, и каждый раз, в том числе и для вашей комфортной деятельности, все-таки уверенность в том, что многие вещи нужно решать здесь на месте и не жертвовать тем, знаете, самым дорогим и каждому очень важным, это студентами, потому что мы вот сейчас вот обсуждали, тут было в фильме сказано, что мы периферийные вузы, значит, там докажем свою состоятельность. Вот я, знаете, поймал себя на мысли, а сколько внутри Садового кольца вузов, не знаете, в Москве, нет? Вот я знаю старое здание МГУ, которое сейчас Институт стран Азии и Африки. Больше ничего не знаю. Так я сам с периферии, знаете, нет? Я периферийный вуз также закончил. И все вузы нормальные, они все периферийные, они все за Садовым кольцом. Поэтому пусть никто не обольщается, вот, если думает, что они там в центральных вузах учатся, ничего подобного. Садовое кольцо, а дальше все периферия. Это так шутка, чтобы все просто понимали. Вы, конечно, все что-то устали такие, да, картошки накопали, много работы было, да, трудились, прям, чувствуется, пилили, строгали, рубили. Нет? Вот народ, да. Вот я чувствую, что вот у нас на концертах, когда приезжают какие-нибудь комики, все сидят, да, хлопать надо, да, ну давайте похлопаем. Что он сказал? Отвлеклись, да. Ну, ребят, ну давайте как-то веселее. Нас же студенты смотрят, мы же представляем, по крайней мере, то самое передовое сообщество. Вот, тем более сегодня праздник, а вы как, хотел сказать, на отмечании какой-то там... Да, я понял, да, сегодня, прошу прощения, да, сегодня трагическая дата. Сегодня 170 лет со дня смерти великого русского поэта и писателя Пушкина. Поэтому, ребят, давайте почтим память его вставания. Тишина. Спасибо. Ну, чувствуется атмосфера соответствующая. Все, можно продолжать или закончить? Нет?
Не, вы говорите, а то я, знаете, меня тут вырвали из рабочего графика, говорят, вот ты обещал, я говорю, да, обещал. 17-го не получится, поэтому сегодня решил приехать. А может, у кого вопросы какие есть? Может, кто-то хочет поинтересоваться, я отвечу. Не каждый же раз так вот общаюсь с коллективом. Нет? Да, пожалуйста. Вы знаете, это нормальное состояние души и психологии, понимаете, да? Вот это нормально. Видите, как у всех сразу оживется. Что же тут принес нам, да? Ничего, мы как бы не подарки, конечно, но за особые заслуги обязательно отметим. Это вот на самом деле. А то, что касается на самом деле подарков, мы вот здесь в рамках взаимоотношений, в том числе и по определенным направлениям с федеральным центром, есть у нас моменты. Просто я не хочу сейчас их озвучивать, ребят, но они, понимаете, почему я говорю, ребята, мы все в душе, ребята. Вот я не хочу вас называть, но знаете, вот, уважаемые, там, альма-матер, того-то, такие заслуженные профессора. Вы все в душе молодые, правда, вы же работаете с молодежью. Я вам завидую безумно, знаете как? Вот у меня на планерке вот такая примерно тишина, как у вас. Все так себе. Потому что я говорю. Мне нужно, чтобы все говорили. Понимаете, чтобы ответная реакция была. Тогда интересно работать. А вы консультанты такого высочайшего уровня, вы профессионалы, вы эксперты, вы глубоко знаете свои отрасли, направления. Понимаете, мне вот так интересно с вами, даже не представляете. Я сюда приехал, сейчас у меня как крылья за спиной вырастают с вами. Правда? А вы что, привез, нет? Что ты за Дед Мороз, если без подарков пришел, да? Ну ничего, я подготовлюсь, в следующий раз приду. Ох, будет куча подарков. Так, чего у нас постановим дальше-то? Я дальше говорю или ухожу? Нет? Говорю, спасибо. Так вот, меня выдернули, говорят, слушай, я обещал, это правда. Не, я просто, знаете, думал, вот как-то так, время бежит, что 17 число сегодня, сегодня же не 17, а сегодня только 10, представляете, а у меня уже на неделю вперед. Вот. Сейчас закончу, не волнуйся.